Здравствуйте, дорогие друзья! Провитание. Сегодня мы отправляемся в самую восточную точку Витебского района, в Сураж, о котором нам на самом деле ничего не известно. Ну, я думаю, что не толькі нам, але ўвогуле, калі запытацца ў жыхароў Віцебска, ну, якія асацыяцыі з Суражам? У мяне, напрыклад, толькі што гэта паром і таксама мясціны, звязаныя з імём Міная Філіпавіча Шмырова. Ну а еще мы узнали, что Сураж, скорее всего, произошло от слова «суровый». Я несколько раз в своей жизни проезжал через Сураж, но не знаю, суровые ли там местные жители. Сегодня будет возможность это проверить. Пра гэта даведаемся, але спачатку заедзем у Вывна і падсілкуемся хлебам. Поехали! Як мы і абяцалі, трапілі мы ў Вымна. Гэта школьны музей, і нас сустракае яго кіраўнік Наталья Миколаевна Виноградова. Калі вы ўваходзілі ў школу, то вы бачылі макеты сельхозтэхнікі. Вось з яго і пачынаўся наш музей. А зараз ён перарос з того зярнятка у вось гэтыя караваі, якія вы бачыце вакол сябе. Тут столькі караваяў, яны розныя, рознай формы. Ёсць тут шыльдачкі, канешне, але ў чым розніца? Ну, самае галоўнае, каб каравай, які выпякала гаспадыня ў печы, ён падняўся добра, каб ён не трэснуў. Калі трэскаўся каравай або хлеб, казалі, што нейкае гора будзе ў сям'і. Расскажите о том, кто испек все те караваи, которые сейчас есть в этом музее. Ну, дапамагалі нам адкрыць гэты музей усе школы Витебского района. И много ли у вас таких заговоров и обрядов, которые вы совершаете с хлебом, над хлебом, и которые знаете только вы? Раскажу один абрад купання дзяўчынкі, і чаго туды кладуць хлеб, вы зараз убачыце. Калі ў вёсцы нараджалася дзяўчынка, то прыходзіла бабка-павітуха, каб першы раз яе пакупаць. І гаварыла такія словы. Кладу траву чараду, каб адвесці бяду. Кладу драбінку солі, каб у ножках не было болю. Кладу хлеба скарынку, каб хлопцы любілі дзяўчынку. Тады дзяўчынку клала бабулька, купала яе, памые дзяўчынку, а калі памыла, яна казала, што трэба загарнуць у матчыну спадніцу, каб дзяўчынка расла слаўнай маладзіцай. Вось такі абрад у нас записаны от наших мясцовых жыхароў. Здесь раздается аромат хлеба, но не того, который с момента открытия музея, а тот, который был специально испечен к нашему приезду. Давайте с вами подъедем до стола и покаштуем хлеба. Уже добра. Да, кто перший? У нас есть и черный хлеб, спрадвечный хлеб белорусов, и белый. И зараз словами, если ты не будешь... Не будешь, я зразумел. Мне гарбушечку, коли ласка. Да, гарбушечку, вот так аккуратненько. Ну, давай. Вот такую гарбушечку. Пока зубки позволяют, Сережа, гарбушечку. Так, это на... Такую видите, какие дырочки. Як сыр. Это в печи или это делается в современных условиях? У сучасных. Можно у печи, але ж, калі ласка. Можно и у газовой плите можно спячы яго. Вот как этот раз робили. Очень вкусный хлеб, и мне он напоминает в детстве то, что я ел в деревне, с местного хлебозавода привозили. Но, я так понимаю, в Вымна все хлеб пекут сами. Да, вельмі много людей у нас, хоть и молодые, яны вучацца пячы хлеб. Чорны хлеб вельмі смачны, правда? Это правда. Згодны. Кажуць, што і масло хлебом мажуць. Такая приказка цікавая. Мне ось подобаецца. Ідзеш на часок, бяры хлеба кусок. Едзеш на дзень, бяры хлеба на тыдзень. О, гэта про нас. Сейчас, когда мы отправляемся в очередную поездку, мы опираемся на исследования, знания местных краеведов. А еще 150 лет назад таких ценных людей было не так-то просто встретить.
Одним из самых именитых, выдающихся стал собиратель народного фольклора, этнограф Николай Яковлевич Никифоровский. Родился он здесь, в Імна, а его именем названа одна из улиц. А вядзе гэтая вуліца да крыніцы. Як і належыць любому цудадзейнаму месцу, з ім звязана легенда. Жыў жорсткі пан у адной вёсцы. Баяліся яго людзі і не любілі. Аднаго разу малады селянін пайшоў у панскі лес, каб грыбоў назбіраць. А яго тут схапілі панскія служкі і збілі на горкі яблык. Ён уцёк, бег пакуль моцы было, а потым знясілены зваліўся на зямлю. І тут намацаў рукою струменьчык, што з зямлі выбіўся. Прыклаўся да яго, вадзіцы напіўся, так і выратаваўся. Быццам была ў крыніцы той святая гаючая вада. З тых пор і называюць тую крыніцу святой. А зараз на яе месцы калодзеж, які любоўна зрабілі прадбачлівыя месцічы. Когда из Витебска въезжаешь в Сурож, то сразу встречает новый красивый мост через реку Каспля. Ну, не толькі новы прыгожы мост, але нас сустракае і новы дырэктар Віцебскага раённага гісторыка краязнаўчага музея Витебского района Сергей Зыбин. Сергей Юрьевич, добрый день. Мы, когда отправлялись в путешествие, то ехали с предубеждением, что Сурож получил свое название, потому что он суровый. Насколько это близко к истине? На мой взгляд, наверное, основными будут являться две версии. Первая из них – это то, что название города Сурож произошло от славянского слова «сурошка», то есть местность низменная, болотистая, что, собственно, соответствовало и тому времени, и сейчас. И второе название Сурож произошло от балтских двух слов «су» – приближаться и слово «рогас», которое обозначает как раз излучину. Калі быў горад і увогуле калі ён узнік, які першыя ўзгадкі пра Сурож? Первые поселения вообще на этой территории, на этой местности, они появились где-то в районе 7-8 веков. Необходимо также отметить, что в IX веке, когда появился путь из варяг в греки, одно из ответвлений этого пути как раз проходило через эту местность. Далее земли, на которых был построен непосредственно Сурож, они принадлежали витебскому воеводе Ивану Сапеге. Именно здесь, в ходе начала Ливонской войны, то есть в 1558 году, начинается строительство вначале крепости, а затем и города Сурож. Внимательные зрители могли заметить, что когда мы въезжали в Сурож, на вывеске был герб, и там как раз крепость изображена. Это отсылка именно вот к той собаке. Да, совершенно верно. Впервые вообще крепости, на картах, появились в 1603 году, но там была изображена крепость с 2 главами. Как вы обратили внимание, на сегодняшний день это 3 главы. Да. На Серебряном поле крепость с 3 главами. Эта версия герба была принята 20 декабря 1576 года. И второй, который ему был передан Екатериной II, герб представлял собой поле, состоящий из 4 цветов, в верхней части, золотой части, двуглавый имперский орел, а внизу герб Полоцкого княжества. Разделен он был на секторы, на 4 сектора: голубой, красный, золотой и серебряный. Рознокольоровый город Сурож. Ой, які собачка. Ой-ой-ой. Ну и в 2006 году постановлением президента Республики Беларусь, в общем-то, исторический герб с 3 красными крепостями, он был утвержден в качестве герба городского поселка Сурож. Но судя по тому, где Сурож находится и чьи интересы здесь пересекались, городу доставалось очень серьезно на протяжении всей истории. Скажите мне, пожалуйста, а какому белорусскому городу не доставалось? У розные часы. У розные часы. Вне зависимости от того, входили они в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, СССР, всегда белорусским городам доставалось. Сурож здесь не исключение. Хотя хочу сказать, что да, город многострадальный, очень многострадальный. Но достаточно будет сказать, что в начале 17 века, в 1616 и в 1633 году он 2 раза был сожжен. Вы, наверное, обратили внимание, он действительно находится в излучине, да, 2 рек. Да. Каспия И на 2 берегах. Да, и на 2 берегах, и Западная Двина. Если в момент, когда шла Ливонская война, он закрывал путь из Смоленска в Велиш, то позднее это фактически город, который был приграничным. А калісьці
я ведаю, што тут пролягаў шлях аж на Санкт-Петербург. Зусім не тая дорога, якую Да. мы ведаем зараз. До недавнего времени действительно это был единственный путь на Санкт-Петербург из Витебска. Ну, мы до Санкт-Петербурга не пойдем, але, ну, кажуць, гарадскі пасёлак даволі ажыўлённы рух. Тут рыбакоў шмат. Каспля, дарэчы, славіцца так сваімі шчупакамі. Нават собачки побегли туды. Я думаю, что нам таксама трэба Что-то рухацца ў все горад. идут туда. Да. Давайте поглядим, что ж там такое цікавае. Что нам туда надо. Можа, нешта бясплатна даюць? В конце XVI века для того, чтобы привлечь население сюда, было принято решение вокруг города в радиусе 7 верст территорию предоставить непосредственно Суражу. Кроме этого, было разрешено в год проводить 2 ярмарки. Ну и, естественно, также хочется сказать, что кроме тех привилей, которые были переданы городу, город мог выбирать войта, управляющего городом. За это мещане должны были нести воинскую службу. Недзе мы такія гісторыі чулі ўжо, асабліва ў Віцебскай вобласці. Менавіта так і прыцягвалі людзей, каб тут сяліліся. Але ж, ну, не толькі тут былі войскі і гандляры, напэўна, былі і сур'ёзныя людзі, якія нарадзіліся ў Суражы. Да, естественно. Самым, наверное, знаменитым уроженцем города Сураж, тогда города Сураж, городского поселка ныне Сураж, был Захарий Соломонович Кациненбаум. Это человек, который непосредственно принимал участие в создании Банка СССР. И даже на первых банкнотах стояла его подпись. То есть первые советские деньги были подписаны человеком, уроженцем этих мест. Совершенно верно. Да. Класс! Крутый дядька был. Сураж, как и многие городские поселки в нашем регионе, был еврейским местечком. И, конечно, как мы все знаем, в годы Великой Отечественной войны его точно так же коснулась вот эта большая трагедия. Да, конечно, безусловно. Как мы ранее с вами говорили, трагедия Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, она затронула всю Беларусь. Все города, поселки, местечки. Сураж не стал исключением. Именно здесь, буквально в первые дни войны, в первые месяцы войны, еврейское население было собрано в городе, проведена была перепись, и они были уничтожены, расстреляны всем. Ну и мужество, благодаря мужеству, героизму не только суражан, подполя, партизан. Вы, наверное, знаете, что Суражские ворота, да, это разрыв в линии фронта между севером и центром, через который проходили грузы для партизан, вывозились раненые. Несколько районов были освобождены, здесь работали библиотеки, здесь работали фабрики, здесь работала местная власть. Поэтому благодаря мужеству, героизму Сураж держался. И только что мы прошли с вами улицу Шмырева. Да. И имя этого человека непосредственно связано с Суражем. И об этом сейчас мы узнаем подробнее в школе, куда мы направляемся. Мы хотим вам представить директора Суражской средней школы имени Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева Людмила Федорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Николаевна, расскажите о том, что это за мемориал. Этот памятник посвящен детям Миная Филипповича Шмырева. Установлен он был в 1984 году. Ну, из истории в 1941 году осенью дети были арестованы и находились в тюрьме в Сураже. Вместе с ними была их тетя. Ну, с какой целью их арестовали? Для того, чтобы Минай Филиппович Шмырев пришел их спасать, ну и, соответственно, его арестовали. Ну и таким образом все то движение, которое он организовал, партизанское,
Прекратилось. таким образом прекратилось. Да, да. Ну, у них, конечно же, это не получилось. Детей таскали, в прямом смысле слова, на очные ставки, особенно самого младшего. Потому что надеялись, что... Ну, приводили похожих на Миная Филипповича и надеялись, что ребенок среагирует на папу, и, ну, так они его поймают, арестуют. Выдаст. Да, но у них ничего не получилось. И 14 февраля 1942 года детей расстреляли где-то вот тут на территории Сурожа, недалеко, и, соответственно, поэтому на территории школы находится этот памятник. Ну, мы даведаліся, што мемарыял з'явіўся ў 84 годзе, а хто аўтары? Авторы Ягодницкий и Гвоздиков. Изображение детей восстановлено по памяти. Фотографии не сохранилось, поэтому, ну, как дети изображены, это сугубо по воспоминаниям односельчан, портреты их. Школа носит имя Миная Филипповича Шмелева. У вас на территории находится мемориал, который иллюстрирует всю трагедию, наверное, да, его семьи. Здесь, я так понимаю, вы проводите какие-то мероприятия, это происходит в памятные даты? Ну, ежегодно у нас 14 февраля проходит здесь линейка памяти детям батьки Миная. Также 22 марта, когда День памяти сожженных деревень здесь проходит. И 1 сентября мы сюда приходим на возложение, на последний звонок приходим на возложение. То есть у нас любое мероприятие, в принципе, заканчивается, завершается возложением цветов памяти детям Миная. Людмила Миколаевна, а скажите вы нам, у вас есть знакомитые люди у Сурожа, мы только что сказали про тых, якія жылі, але зараз, ведаем, у вас знаходзіцца такая траўніца знакамітая, нават у Віцебскую яе ведаюць, ці далёка да яе нам зараз ісці, ці лепей пад'ехаць? Лепей подъехать. У нас усё вельмі добра супала. Мы і хацелі трапіць да Валянціны Альфрэдаўны Лукуша, таму што вельмі знакамітыя вы на ўвесь Сураж і нават у Віцебску, як, ну, мы кажам траўніца, але вы кажаце, што яшчэ ранавата так называць. Так скромна. Да, і заадно укрыліся ад дажджу. Добрый дзень. Валентина Альфрэдаўна, вы нам, калі мы з вами стэлефанаваліся, вы прапанавалі некалькі відаў чаю, і давайте з чаго мы пачнем. Вот здесь у меня совершенно свежий чай, такой зелененький, не ферментированный. Здесь березовый лист молодой. Ну, веник. Это же не з веника, яким парилися, не? Нет, это вчера из лесу принесено. Вот. Потом вот такие вот цветы сосны, цветы одуванчика, стебли сныти. В общем, здесь веник хороший. Я и по отдельности этих растений никогда не употреблял Да. в пищу. Ну, вот, А з нами нічого потім не буде там, ну, вот вы страшно. знаете, я до сих пор вот живая. Да? Да, и мои соседи тоже. Этот сбор, который мы сейчас будем пробовать, он в чем нам должен помочь? Мы после этого не будем спать, и нам прибавится силы и энергии, хотя наше путешествие фактически уже завершается. Или наоборот, мы Всё, расслабимся И спать. отдохнем. Он как бы не энергетический напиток, скорее всего успокаивающий. Очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Приглашаю попробовать. Вот здесь два вида варенья. Одно вот здесь, это из хвои елки, поросль маленькая зеленая, и вот и шишечки. Это все, и хвою можно есть, и шишечки можно есть. А здесь у меня... Иголки я ел, я еще никогда Да. не ел. Ну, я думаю, что никогда не ели. А вот это варенье из вот этих цветов с пыльцой. Вот, Ну, такое терпкое. Ну да. Вообще, вы знаете, я готовлю это в основном только для своей семьи. Это кашель, это бронхит, трахеобронхит, лечит вот на раз-два. У нас есть еще вельми пригожий пирог. Да. Пирог травяной. Вот. Знову. Вот попробуйте. Сныть. Вот немного- Елка. Нет. Сныти елки нет, здесь только крапива, мята и ревень. Всего-то. Да. Ты крапива. после чего Ну, сказал? ну, После крапивы? Крапива и ревень. Ага. Да, крапива, мята и ревень. Вот.
Ну, там мяты с крапивой я уже немножко положила, я пожалела вас. Думаю, знаете, а то скажите, вот как травой только кормит, почует. Это очень вкусно. Ну, вот, Классный десерт. Вы знаете, мы очень много путешествуем, и мы, конечно, не проводим так много времени в лесу, как вы, и на природе. Ну, весь ваш дом говорит о том, что вы очень любите природу. И я знаю, что вы из Сибири ведь сюда переехали когда-то очень давно. И наши леса, наверное, не сравнятся с сибирскими. Но вот нам, путешественникам и нашим телезрителям, которые, может быть, иногда выбираются куда-то в путешествие, может быть, 3 растения, которые вот нас спасут в дороге. Не знаю, от головной боли, от мозолей. Ну, давайте и от диареи. Ну, а что, всякое в дороге бывает. Знаете, в первую очередь, любое хвойное дерево. Смола сосновая, это любую рану заживит. Вот, приложили ее сюда, вот жидкую такую, и вот вам и вылечит и мозоли, и раны, и проколы, и гнойники, и все что угодно. Второе. Вот, это же сосна. Если это, пожалуйста, вы можете приготовить из хвои чай, можете приготовить, замечательно это. Если заболела голова, и там, вот, сосновый чай, и все. Ну и третье растение такое, что... Пожалуйста, захотели кушать, выкопали корни. Нет, вот неправильно. Захотели кушать, погуглили, как он выглядит. А еще, Не, ну я веду, я тебе покажу. Говорят, еще его дедовником называют. Да. Ну, потому-то ты и знаешь. Вот, ну, корень, пожалуйста, это вместо картошки и в салат куда угодно, стебли тоже есть, можно и листья тоже. Это все, что угодно, он целиком, полностью, кроме колючек, съедобен. Вот. Спасибо огромное вам за гостеприимство, за угощение. Мы сейчас еще попробуем пару видов чаев, но затем мы хотим насладиться живописными видами Западной Двины и воспользоваться бесплатным паромом. Дякую, сапраўды вельмі цікава, але абавязкова яшчэ пачастуемся іншымі чаямі. В советские годы вполне могло появиться так называемое Витебское море. Дело в том, что существовал проект, по которому должна была быть построена гидроэлектростанция, большая электростанция. А то водохранилище, которое было бы образовано, оно получило бы название Витебское море. И был бы затоплен Сурож, огромная часть района, был бы затоплен частично Велиш, который находится сейчас на территории Российской Федерации. Население предлагалось отсюда отселить, но, наверное, к счастью, этот проект не осуществился. Ну и моря у нас, правда, Витебского тоже нет. Ваня, вось жыў ты сабе спакойна, да, я так разумею, падчас нашых вандровак ператварыўся з звычайнага чалавека, журналіста, амаль ужо краязнаўца. Можем падсумаваць нашу сённяшнюю вандроўку. Ну, а цябе магу сказаць, што не бойцеся ехаць у незнаёмыя мясціны, пра якія нічога не ведаеце, і, здаецца, ну, ніякай гісторыі няма. Гэта неправда. У кожнага мястэчка ёсць нешта сваё, цікавае. І нават тое, што можна ўжо пераправіцца на пароме, вартае таго, каб прыехаць у Сураж і пазахапляцца зноў-такі нашай прыгожай заходняй родненькой Двиной. Ну и что-то мне подсказывает, что сюда мы еще обязательно вернемся. Это было «До дома у невядомая». До новых встреч. Пока. До встречи.